Hepsi Kimseri Deri Çobanı. Hoş geldiniz akşam efirimize. Bu akşam sizinle ben İlya Karaseni çıkarım efira Instagram'da, Facebook'ta, TikTok'ta hem YouTube'da. Siz işlersiniz sizle Koyun Plus. Koyun Plus. Bu akşam biz laf edeceğiz türlü temalara. Ama baş temamız olacak moral argümanı. Da benim elimde var kağıt. Hristiyanство для skeptikов, pek meraklı bir kağıtçık. Da ondan kimse fikirleri ben sizinle paylaşacağım alıp. Добрый вечер, дорогие друзья. Добро пожаловать на канал Ичобан Добрый Пастух. Сегодня с вами я, Илья Карасени. В этот вечер из Камрата выхожу в эфир. И мы в эфире в Фейсбуке, Инстаграме, Ютубе и ТикТоке. Друзья, тема сегодняшнего нашего эфира интересная и философская и сложная для настоящих gagauzов. Merhaba yazarlar bize Instagram'da. İşi dermişler. Güzel o zaman. Плюс да kimse koydu. И тема нашего эфира сегодняшнего – это моральный аргумент. Anılmış poet, Rus poeti Mayakovski yazardı. Hani bir çocuk gelmiş babasına da sormuş babasına. Babam, ne o iyi hem ne o kötü? Söyle bana, öğret beni. У Маяковского есть такой стих. Кроха, сын к отцу пришел. И спросила Кроха, что такое хорошо и что такое плохо? Moral o bu soruş. Ne o iyi hem ne o kötü. Moralne ценности. Söylerler moral işleri o iyi işler hem kötü işler. Kimisinde yoksaydı surat, utanmak yoksaydı, saygı yoksaydı biz ona deriz. Bu adamda hiç yok moral принципları. Öyle mi? Если у кого-то нету совести, или он постоянно нарушает какие-то нормы, приличия, добра, здравого смысла, то мы называем этого человека человеком без морального стержня или без моральных принципов. Her gün biz göreriz juristleri, doktorları, dava kesenleri, sosyologları, jurnalistleri, polis adamlarını, üreticileri, politikacıları, hem başka politika adamlarını, hem başka insanlara kim çalışır, hem dener, güreşme, doğruluk için. Doğru işlerci, lazımlı işlerci. Da biz beğenirsek, nice o güreşir bu işi, biz onu paylayırız. Biz beğenmersek, bize gelirse hani o değil doğru, o zaman biz onu paylamayız. Каждый день, друзья, мы видим врачей, судей, социологов, журналистов, полицейских, учителей, политиков, которые борются за мораль или за какую-то правду, отстаивают ее. И если нам нравится, как они отстаивают, то мы поддерживаем их. Если нам не нравится, то мы поддерживаем других. Immanuel Kant vardı öyle bir anılmış Germanya filozofu. Bir büyük, kalın, pek zor kağıtta. O kağıdın adı Praktik Fikirin Kritikası. Kritika Praktического Разума. Orada yazdı böyle laflar. Okuyacağım size. İki iş her kere doldurur benim canımı, hep yeni hem kahve şaşmakla. Ne kadar daha çok hem daha derin biz düşüneriz onlar için. O yıldızlı gök başımın üstünde hem moral prinsipleri benim içimde.
Вот Иммануил Кант, выдающийся немецкий философ, выдвинул новый аргумент в пользу существования Бога в своей книге философской, сложной, большой «Критика практического разума». Он писал: «Две вещи наполняют душу всегда новым и более сильным удивлением и благоговением. Чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них, это звездное небо надо мной и моральный закон во мне». Şimdi, bütün dünyada, hepsi halklarda, bütün historiada, her kere insanlarda, fikrinde, canında, yüreğinde vardı bu moral prensipleri. Anlamak ne o iyi, ne o исля, hem ne var kötü. На протяжении истории во всех народах и племенах и в разные периоды истории всегда в любом человеческом сообществе и человеческом общежитии везде были понятия и принципы морали. Те или иные. То есть понятие угрызения совести за воровство, за обман, за убийство. Это всегда и во всех племенах было. Иногда культура искажает эти вещи, да, и изменяет их. Но в человеке природно заложена вот эта моральная база. И вот это называется моральным аргументом существования Бога. И это не поверхностное явление культуры или одного, двух, трех поколений. Это явление всей истории. Если исследовать весь фольклор, множество народов, мы увидим большую схожесть. И это все приведет нас к выводу, что есть кто-то выше нас, больше нас, кто заложил основу этого морального фундамента для человека и человечества. Ben bilirim hani birkaç kez paylaştım birkaç adam da onlar derler. Böyle meraklı fikir dediler. Hani açan bir hırsız adam gider yapma bir dil doğruluk çalmaya bir şey demek. Onun fikri onu durgulayır. Bir adam gördü birinde bir şey ya da bileyen başkasında var evde para da ister gitmeye çalma ondan evden. Bu fikir ona geldiğinde bir başka fikir de gelir. Moral fikri. Hani doğru, bu proz, bu kötü. Bu yanlış değil, doğru böyle yapma. Ama bu adam seslemerse kendi moral sesini da ileri doğru büyürse bu fikirde giderse kendi filozofyasını çıkartma. Hani o pek zengin ondan lam alma birazını o soru bulacak da ben bulamayacağım. Ya da aldadarsaydı kendisini fikrini da o zaman o bastırır da yok eder bu moral sesçiğizi. Hani gelir onun fikrinden. Da o zaman sadece yapabilir bu kötü prost işi. То есть, друзья, даже вот отъявленные преступники, воры и так дальше, прежде чем пойти на какое-то дело, например, человеку захотелось украсть что-то, но сразу же у него появляется голос совести, голос морали. Стой, не делай этого. Почему? Это зло, воровать нельзя. То есть вот эти базовые, фундаментальные понятия добра и зла, да, и нормальной человеческой жизни, они заложены в каждом. Но если этот человек не послушает голос своей совести, это голос морали, и продолжит эту мысль в себе лелеять, расти, будет спорить с самим собой и сформирует целую философию, чтобы переубедить самого себя и подавить моральный голос в себе. Например, он будет говорить самому себе, что у него слишком много, нельзя быть таким богатым, надо забрать у него часть, да, как там марксизма идея, забрать у богатых, отдать бедным и так дальше. И вот он оправдает себя, даже убедит себя, что он прав. И только тогда он сможет сделать это преступление. Иначе без вот этой собственной философии, без самоубеждения,
его моральный голос, его совесть его останавливает и не даст ему сделать преступление. И вот этот моральный голос, который есть в каждом человеке изначально, хотя люди могут его подавить затем, но он есть в каждом. И вот это и есть аргумент того, что Бог есть. Потому что Он заложил в нас это. Какие у вас будут вопросы или комментарии относительно этого? Pожалуйста, можете pисать. Sevgili dostlar, biz bugün konuşuyoruz. Laf ederiz. Moral argümenti için. Ufak hani her bir insanda var moral prinsipleri. O gösterir hani var Allah. Şimdi bize TikTok'ta yazarlar. Добрый вечер, Илья Иосифович. Kimse yazar. Привет. Привет и тебе в ТикТоке Джсмолн. Şimdi bize bakıyoruz. Hani yazarlar. Николай bize yazar. Facebook'ta. Я благодарен за ваши беседы. Юрий, спасибо и вам. Спасибо, я благодарен за такие беседы. Интересно, душевно рассказываете. Нам пишет Ольга. Спасибо. О, и даже из Африки нам пишет Табан Боско. Спасибо, что поделился. Türk insanlar bize yazarlar комментарии. Facebook'ta. Хеме Инстаграмда. Инстаграмда bize yazarlar. Вы верующие? Сколько вам лет? Да, я верующий, я читаю Библию. И сегодня мы говорим об аргументе существования Бога, который называется моральный аргумент. И мне 32 года. Почему на урок не пришли? Это уже личный вопрос. На личные вопросы в личных сообщениях будем отвечать. Instagram'da varsa sorularınız var diye sorarsanız, komentarlarınız varsa şimdi her birinde var. Nikolay bize yazar. Olarsaydı Gagavuz halkı съезды, siz de alın laf da söyleyin insanlara moral için bir laf. Николай нам пишет, если будет съезд гагаузского народа, примите участие, возьмите слово и скажите политикам слово о морали. Да, Саул. Ну, вообще, это слово о морали есть у каждого человека дома. Это Библия. Это Библия. Практически в каждом доме есть это. Только нужно читать, да. И кроме Библии, да, есть вот совесть у каждого человека. И мы ее или подавляем, или мы слушаем голос совести. Вот это, даже в Библии есть такая фраза, апостол Павел пишет, что есть люди с сожженной совестью. То есть она была, но они настолько часто игнорировали ее и специально вытесняли, что она сожжена. И теперь человек вместо того, чтобы совесть его грызла за ужасные вещи, аморальные вещи, он чувствует себя прекрасно. То есть вот этот датчик, вот этот прибор, заложенный Богом в каждого человека, чтобы остановить нас на пути к злодеянию, он у многих людей, если они часто игнорируют этот голос совести, он просто ломается, и человек получает удовольствие теперь от zla. Sevgili dostlar, her biz pek sık seslemersek bu moral sesimizi canımızda, o zaman bu metod, bu küçük makinecik hani Allah yarattı bizde, o varca kırılsın. Bize yazarlar, молодо выглядите, добрый вечер, Илья Иосифович. Да, спасибо. Спасибо за комплимент. Да, наверное, потому что я выспался. Екатерina Çaban bize yazar. Sağ ol. Şimdi bakın, bir örnek size getireceğim. Siz görersiniz nice önemli moral argümanlar. Bir student filosofiya fakültetinde yazmış kontrol işinde. Hani universal moral prensipleri yok. Her şey relativizm gibi. Buna dini bu iş işler, buna dini başka iş işler. Böyle bütün dünyaya bir türlü prensipler yok. Da verdi bu işi profesör. Profesör baktı onun içine, pikisle yazmış. Ama profesör ona koymuş 2.
hem kötü nota koymuş ona. Bu student de vermiş ona defteri. O defter maviymiş. Mavi defter. Profesör okumuş, demiş sana nota 2 koyuyorum. İslah yazdım ama ben beğenmiyorum, mavi defter. 2 git. Student şaştı, öfkesi çıktı, dedi neden böyle yapıyorsunuz? Ben İslah yazdıysam niçin bana nota 2 koyarsınız? Koyun ta İslah nota. O zaman profesör dedi ben beğenmiyorum mavi defteri. Ama student şaştı, dedi neden deftere renkine göre bana nota koyarsınız? O zaman profesör dedi bu benim ideyam. Ben bu türlü bakarım bu işe. Sen başka türlü bakarsın. Da o zaman student anladı, hani var universal, toplam, dünya, moral принципleri her birine değil. Мне нравится эта история, что студент философского факультета писал контрольную работу, и он обосновывал, что нет универсальных моральных принципов, и что все это относительно, или это называется философия релятивизм, на что профессор, прочитав его работу, она была написана очень хорошо, он поставил ему самую плохую оценку, 2, и вернул работу студенту, а тетрадь, на которой он писал, была синяя. Студент удивился, почему такая плохая оценка, на что профессор ответил, мне не нравятся синие тетради. Студент сказал, это несправедливо, вы должны оценивать потому, что написано, а не потому, какого цвета моя тетрадь. Тогда профессор сказал, да, но это мне нравится так, это мои идеи, мои принципы, у тебя другие. Вот и все. И тогда студент наконец-то понял, что должны быть некие универсальные принципы, чтобы мы могли понимать друг друга и жить вообще в одной плоскости моральной. Вот посмотрите, у всех людей всего мира не убей, да, вот эта заповедь библейская, она есть в разных культурах, религиях и народностях. Там не обмани, будь послушен родителям. Все эти вещи, они универсальные. В некоторых культурах, в определенных контекстах исторических, они видоизменяются, но затем опять возвращаются в это основное. И это, конечно же, аргумент о том, что есть Бог, который выше нас, который создал эти принципы. Birkaç комментарий okuyayım bize yazarlar. С какого вы gорода? Жд Соломон yazar bize. Я из города Камрад, дорогой, из Гагаузии. KX yazar, zaman hayır olsun bize TikTok'ta. Zaman hayır olsun, sana da akşam hayır olsun. Ольга пишет, молодо выглядите, потому что душа молодая, светлая. Спасибо, Ольга. Добрый вечер, Инстаграм'da bize yazar. Kim bize? Vasilka yazar. Sağ olun. Akşam hayır olsun size de. Здравствуй bize yazar. Александр, здравствуйте. Vasilka Henden yazar. Başkası da tabi bize yazar. Kimse söyler, hani bu moral prensipleri değil, bu instinkt. Kendi yaşamını koruma. Böyle bir instinkt varmış bizde. Ama bu değil doğru bana kalırsa. Zira bizde var kötü instinktler de ama biz onları durgulayırız. Fikrimizle, moralimizle anlarız hani bu değilse. Bana biri bir kötü laf söylediyse bir öfkem çıktığını belki ben isterim ona vurma. Ama ben anlarım. Bu instinktim gibi. Doğru mu? Ama ben durgulayırım kendimi. Zira var moralim, var ideyam hani o laf söylediyse ben onu affedeyim. Ya da ben ona geri bir laf söyleyeyim. Ya sen durgun dostum ne sen laf edersin. Ama geri yapmamına daha kötü iş anlarsınız. Da bu moral prensibi o instinktan daha kahve da o lam olsun. Böyle bizde hepsimizde. Sevgili dostlar, Ludwig Wittgenstein böyle bir anılmış şimdiki filosof dünyada o yazdı böyle bir fikir. Ben onu pek beğendim. Этика, если она вообще есть, является сверхъестественной. Это написал Людвиг Wittgenstein. Etika, moral prensipler, o etika varsaydı bu dünyada, o bu dünyadan daha büyük. O değil bizim dünyadan bir şey. O Allah. O Allah. Eğer yoksaydı moral prensiplerim, yoksaydı Allah, biz
Gitler'e hem Natsistlara hiçbir şey söyleyemeyeceğiz. Bu onların fikri, onların ideyasıydı. Onlar aldılar kuvveti de yaptılar ne istediler. Sen ne varınca dersin onlara? Her biri doğru saydı kendi icasına. Ama biz onlara var ne diyelim. Hem lazımdı durgutsun onları insanlar. Zere onlar moral prensiplerine karşı giderdiler. Sayardılar hani bir nazi başka nazilerden daha büyük. Sayardılar hani bir nazi varınca öldürsün başka naziyi. Sayardılar hani başka hem türlü başka işler hani çıvıklar kötü hani bu da bu yanlış. Niçin? Seni biz görüyoruz. Allah verdi bize bu canımıza, fikrimize bu işi. Biblia'dan biz bu işi görüyoruz. Hani hepsi bir türlü yaradılı Allah'ın. Hani her bir belki fikirli, belki bu kadar çok fikri yok adamda. Belki o bu kültür adam ama o da can. O da ister yaşama. Onu da Allah yarattı. Onu da lazım sayma. Друзья, если нету моральных принципов, и если нет Бога, который является высшим моральным и этическим авторитетом для нас, то, если этого всего нету, то нам нечего сказать и предъявить для того, чтобы остановить, например, Гитлера или нацистов. У нас не остается ничего. Если у каждого своя правда, мы часто слышим эту фразу, и я с ней в корне не согласен. У каждого своя правда. Если у каждого своя правда, то мы ничего не можем сказать Гитлеру. У него была своя правда, и он собрал силу и действовал по своей правде. Но нет, не у каждого своя правда. Правда универсальная. Моральные принципы, они универсальны для всего человечества. И их Бог дал человеку и заложил их в нашу совесть, в наше сердце. Изначальные базовые понятия. Мы прислушаемся к ним или отвергаем. Это уже зависит от каждого человека. Но Бог заложил у нас это. И, кстати, очень интересно, что апостол Павел в послании к римлянам в Библии во 2 главе пишет, что даже люди, которые не слышали о Христе и не читали никогда Слово Божие Библию, что закон Божий записан у них в сердце, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. Послание к римлянам апостола Павла, 2 глава, 15 стих, конец цитаты. Apostol Pavel yazar kiliseye hem inancılara kim yaşardı? Roma'da, Rim'de. Rimlyanam yazısında ikinci başta 15. sırada o yazar. Hani insanlara kim yok işittiği de Allahça yok okuduğu Biblia'yı işitmedi Hristos için. Onların yüreklerinde, kalplerinde yazılı artık zakon lafları, Allah'ın kanunları yazılı. Da bu işi gösterir onların fikri, akıllı ya kabıtlayarak onları ya da paylayarak. Bu moral prensipleri. Bu moral prensipleri sevgili dostlar. Şimdi açan insanlar unuturlar bunu da karşı giderler kendi moral идеяларına, çirkin işler oluyor. Дорогие друзья, вот это моральные принципы, и когда люди забывают их, и вот этот Богом заложенный моральный фундамент человека отвергают, искусственно вырывают его, тогда ужасные вещи случаются. Например, я уже много говорил вам, что я бывал в Африке и видео делал на эту тему. В интересной такой африканской стране Руанда, где я был проездом, вы, наверное, знаете, да, в 80-х, 90-х годах был ужасный геноцид в этой прекрасной стране Руанде. Ее называют еще Африканская Швейцария. Там жило только 2 племени. Обычно в большинстве африканских стран множество племен, сотни и тысяч. А вот в Руанде всего 2 племени. Казалось бы, проблем должно быть меньше, да, меньше вопросов. Но именно там возникла эта ужасная сложность. Одно племя называлось Хуту, другое Тутси. И вот тут
доминирующее большинство из племени Хуту решило истреблять племя Тутси. И годами это нагнеталось в средствах массовой информации. Их называли источником всех бед, источником заразы, бедности. Их называли не людьми, а тараканами. И вот это со временем это сформировало такое очень унизительное, унижающее отношение к Тутси. И в определенный момент радио национальное стало призывать их убивать. И были созданы отряды государством, списки, и начался ужасный геноцид. И за несколько месяцев миллионы тутси были просто жестоко убиты. Это исторический факт, можете про это читать, смотреть документальные фильмы. Вот что значит, да? Возомнить, что ты выше, сильнее, умнее, лучше, а все остальные тараканы. Вот что значит подавить себе голос морали и совести, который заложил Бог в каждого из нас. Sevgili dostlar, olmalı siz bilirsiniz, hani Ruanda'da, Afrika'da var Tutsi hem Hutu iki halkı da onlar Hutular başladılar öldürme hem genotsid yapma Tutsi halkında. Bu çirkin bir iş. Neden? Neden? Zira unuttular hem bakmadılar ne moral prensipleri Allah koydu onların yüreklerine. Da ben bakardım interview çoğundan adamlarla kim karşı giderdi hem öldürerdi Tutsi halkından insanları da onlar derdiler. Benim fikrim beni biraz durgudardı. Ben pek istemedim bunu yapma ama ben getirerdim aklıma hani onlar pek kötü insanlar. Hani onlar böcek gibi, onlar insan hiç değil. Hem de bana benim ofiserlerim söylerdi böyle yapma. Da ben seslerdim onları. Da böyle güreş adamın fikrinde vardı ama taradı üfke hem fena. Ne tarayacak bizim yüreğimizde, bizim canımızda? Geliriz biz Allah'a, yalvarırız o versin uygunluk bize, canımıza, Moldova'mıza, Gagauziya'mıza, ailemize. Oysa sadece yalanlar içinde, sadece fikrimizde, sadece propaganda, türlü taraflardan informasyon da yok rahatlık, yok sevilmelik mi? Böyle olsaydı moral prensipleri de, o moral argümenti hani Allah verdi bize, canımıza, fikrimize, o da var nice pek sık, pek tez yok olsun. O da yufka olacak. Да, видим, Николай, что вы пишете в Фейсбуке. Спасибо. Подумаем об этом. Спасибо. Очень интересное предложение. Очень приятно. Очень приятно, что такие люди, да, как вы, смотрят и дают такие мысли интересные. Böyle ideya bizde bu akşam. Sevgili достlar, yapalım çıkış. Друзья, мы уже подходим к концу эфира, можете задавать вопросы. Сегодня вы были очень активны в комментариях и в Фейсбуке, и в Инстаграме, и в ТикТоке. Больше всего было комментариев сегодня в Фейсбуке и в ТикТоке. Сегодня мы говорили на тему моральный аргумент существования Бога, и мы приводили цитату из Священного Писания, послание к римлянам, приводили примеры, некоторые философские цитаты, исторические примеры. И вот этот моральный аргумент, заложенный Богом в каждого человека, он является свидетельством существования Бога. А если Бог есть, то жизнь совсем другая, и мы совсем другие. И сердце у нас, и мысли у нас совсем другие, чем если его нету. Мы понимаем, что есть великий Творец, художник, мастер всего. Есть великий программист, это на молодежном языке выражаясь, который нас создал, и который есть любовь, и Он любит нас. И Его Слово Библия, и Христос, Сын Божий, был на этой земле и дал нам пример святой жизни. Но люди Его не приняли и распяли Его на кресте. Но Он Бог, Он не может быть убит. Он умер,
но Он воскрес на третий день и вознесся на небо. И ученики, которые писали о Его жизни, оставили Евангелие. Это Библия сегодня. Первые 4 книги Нового Завета. И сегодня верующие люди по всему миру читают, верят и читают эту книгу как Слово Божие. Благодарим всех за внимание. Можете писать ваши пожелания о будущих темах или вопросы в личных комментариях или в публичных комментариях. Sevgili dostlar, biz bitireriz online efirimizi. Varınca yazarsın soruşlarınızı ya özel mesajlarda ya da burada. Kalınız sağlıcakla.